Здравствуйте! Мы начинаем наш финальный 4-й модуль нашей программы. В самом первом модуле, это был вводный модуль, мы узнали о том, какие виды инноваций есть и какие этапы проживает любая инновация. Второй модуль был посвящен инновационным инструментам исследования проблем, как найти проблемы, наиболее заряженные на новые решения. Собственно, следующий модуль был посвящен разработке этих решений, аргументации этих решений. И сейчас наш финальный модуль будет состоять из двух базовых блоков. Первый блок – это то, как мы тестируем наши найденные решения. И второй блок – это то, как мы их имплементируем, внедряем, приживаем к жизни, да, внедряем в ткань жизни. Итак, начинаем. Почему же перед внедрением нам так важно протестировать инновацию? Инновация – это что-то новое, это всегда эксперимент, и нет вообще никаких гарантий, что она даст тот эффект, который мы ожидаем. Конечно же, мы очень долго к этому готовились, конечно же, мы провели большой пул работы для того, чтобы дойти до тестирования и внедрения, но именно поэтому для нас так важно обеспечить проектное сопровождение для того, чтобы ее протестировать и далее внедрить. Как происходит тестирование, я говорила в первом модуле, давайте я вкратце напомню. У нас есть гипотеза, что мы хотим поменять в этом мире, что мы можем улучшить, какие проблемы мы можем решить. После этого мы совершаем определенные действия, и потом смотрим данные, да, а что же поменяло это действие. Потом, после того, как мы получили данные, которые нас удовлетворяют или нас не устраивают, мы делаем либо выводы очень полезные, да, из полученного опыта, и чаще всего заходим на новый этап перед постановкой гипотезы. И таким образом, немножко спиральным образом мы тестируем, внедряем социальную инновацию. Если вы помните, этот цикл мы назвали с вами HADI, Hypothesis, Action, Data, Insight или итерация. Так вот, что же нашу организацию будет сопровождать в таком непростом, скажем так, периоде, когда мы предлагаем миру, нашим бенефициарам, нашим партнерам какие-то новые решения, на которые, собственно, и нацелен наш курс. А когда-то давно, ну на самом деле не так давно, около 40 лет назад, ровно с такой же задачей столкнулись, наверное, люди, которые находятся на самой передовой инновации, это разработчики, это программисты, это люди, которые работают над очень сложными программными продуктами, не только для каких-то коммерческих целей, но и для целей по-настоящему государственной важности. Аэрокосмос, медицина та же самая, это сложные разработки, связанные с безопасностью, социальным обеспечением. С чем же они столкнулись? Что технологии так быстро меняются, потребление информации очень быстро меняется, социальный запрос еще быстрее меняется у наших бенефициаров, и это меняется так быстро, что разработки, которые были сделаны буквально вчера и предложены буквально вчера, уже сегодня устаревают. Они изобрели для себя новую систему управления инновационными проектами. Что это значит? Инновационными проектами необходимо управлять по-другому, не как стабильными проверенными решениями. Инновационные проекты, они как раз-таки и характерны тем, что рождаются в моменты, когда все меняется вокруг, меняется проблема, меняются, устаревают решения, меняется экономическая ситуация не только в стране, но и вообще в мире. Как быть, когда все меняется? Вот какой вопрос они поставили перед собой. И результатом, ответом на этот вопрос стали гибкие технологии управления проектами или agile методы, agile подход. Сейчас я вам расскажу о двух базовых методологиях, которыми вы можете воспользоваться. Важно сказать, перед тем, как мы изучим две технологии, о очень важной вещи касательно вашей команды. Гибкие методики подходят, конечно же, далеко не для всех организаций. Гибкие методики прежде всего подходят для так называемых горизонтальных организаций.
Чтобы это понять, давайте вспомним, и вы, я уверена, все знаете, что такое вертикальная организация. Что такое вертикальная организация? Это когда очень жесткая иерархия присутствует в нашей системе. У нас все разделено по департаментам, по отделам, и каждый работает в своем направлении, и это крайне редко можно нарушить. Что такое горизонтальная организация? Чаще всего это небольшая команда или ряд таких команд, которые связаны друг с другом, но в целом они могут соединять несколько позиций сразу, в том числе сами основатели либо руководители, они могут выступать как в роли исполнителя, так и в роли консультанта, в роли эксперта, а потом снова возвращаться в свою управленческую позицию, чтобы в дальнейшем принимать решения. А вот это мы называем горизонтальными командами, когда у нас не так много иерархии, а больше горизонтальных связей между друг другом, даже совершенно разных специалистов, когда условный исследователь может подойти к условному бухгалтеру, не устраивая путешествие запроса снизу вверх до начальства, потом передача этого запроса вниз и обратно. Да, это очень длинный путь. Для многих неправительственных организаций свойственна именно горизонтальная структура. Как же быть, если у нас жесткая вертикальная структура? В этом тоже нет большой проблемы, вы имеете полное право ее сохранять, даже в текущих вызовах, но для реализации инновационных проектов очень часто организуются такие проектные офисы, которые внутри вертикальной структуры имеют горизонтальное организацию. Вот, собственно, если у нас это требование соблюдено, и в нашей команде работают замотивированные сотрудники, то есть их не надо заставлять, они не саботируют, они максимально вовлечены в работу и готовы двигать инновации вперед, то я уверена, у вас получится применить agile подход. Итак, первая технология, с которой я вас познакомлю, называется Scrum. Что такое Scrum? В переводе с английского это рывок. Это некоторое короткое движение вперед, которое обеспечивает в целом продвижение вперед. Если раньше, в старом времени, мы могли планировать на несколько лет вперед свою карьеру, продвижение своей организации, развитие сообщества, то сейчас в текущих обстоятельствах, когда мир очень изменчив, все наши планы, все наши стратегии были либо изменены очень серьезно, либо вообще стали неактуальными. Так вот, что такое Scrum? Это позволяет выстраивать свою работу в небольших промежутках времени, а при этом придерживаясь финальной цели. Scrum кажется очень легкой методологией, и она такой является, конечно же, на первый взгляд, но на самом деле она дает после внедрения очень много выводов о эффективности вашей команды, о эффективности тех проектов, которые вы реализуете. Вкратце, из чего она состоит. У вас есть задача, которую вы определили на этапе эмпатии, у вас есть решения, которые вы нагенерировали на этапе собственной разработки решений, и эти решения, которые вы сгенерировали, можно разложить на целый ряд небольших задач. Одна задача выполнения, да, для того, чтобы протестировать нашу гипотезу, наше решение, может занимать от условно 15 минут. Правда, бывают такие задачи, например, распечатать много-много документов потом, для того, чтобы потом их сесть и сравнить. Есть задачи уже более длительные, которые могут занимать у одного специалиста целый рабочий день. Это как раз-таки взять эти документы и провести сравнительный анализ. Каждое решение можно разделить на вот такие маленькие задачи. Это мы называем на языке скрама backlog. Если простыми словами, это архив наших задач, которые мы хотели бы выполнить в определенный период времени. Собственно, определенный период времени это обычно занимает от недели-двух минимальные сроки, ну максимум это может быть 4 недели. То есть это такие как раз таки сроки перебежки, да, вот чтобы сделать рывок и добежать до определенного промежуточного результата и оглядеться, ничего ли не поменялось, нужно ли нам что-то поменять
применять в нашем плане для того, чтобы проверить нашу гипотезу. И этот промежуток времени мы называем спринт. Ну, я думаю, вы все знаете, что такое спринт, что такое спринтеры. Это очень короткие дистанции, на которые на максимальной скорости бегут сразу много бегунов. Собственно, именно поэтому это называется спринтом. И особенность применение Scrum в том, что мы организуем достаточно визуально, либо в физическом пространстве, либо в виртуальном пространстве эти задачи. То есть наша так называемая Scrum доска состоит из 3 понятных всем частей. Запланирована, да, на, допустим, 2 недели для выполнения вот этой задачи. Что находится в процессе реализации, а что уже сделано. И ежедневно проводятся внутри организации звонки, либо встречи длительностью максимально 15 минут, для того, чтобы каждый внутри горизонтальной команды друг другу рассказал очень быстро, что он сделал сегодня, что будет сделано завтра и какие затруднения возникли. И если затруднение снимается очень простой рекомендацией от другого коллеги, то мы движемся дальше. Если же это затруднение требует пояснительных усилий, нужно что-то сделать для того, чтобы снять это затруднение, то это помечается снова же как задачка и перемещается в бэклог. Кажется, все просто. Кто ведет и организует, кто ответственен за то, чтобы все собрались вместе, сгенерировали эти задачи и ежедневно перемещали задачи по внедрению инноваций из левого столбца в правый столбец. Такого человека в организации называют скрам-мастер. Можно его назвать командным коучем. Есть целая профессия, и вы можете ее освоить, скрам-коуч или agile коуч. Поэтому это прямо целая позиция, но это не значит, что надо кого-то нанимать. Достаточно пройти специализированное обучение, снова же море информации бесплатной. Наша задача в рамках этого курса указать вам на эту возможность. А что еще важного осталось добавить касательно Scrum? Несмотря на кажущуюся простоту, о которой я сказала ранее, Scrum способен нам дать огромное количество информации, прежде всего о нас самих. Допустим, вы запланировали на 2 недели все вместе выполнить условно 100 задач. Неделя проходит, вы собираетесь на так называемых ретроспективах. Ретроспектива – это подведение итога спринта, когда вся команда смотрит и вспоминает, как все прошло, что было здорово, что было не очень откровенно, да, и какие выводы мы из этого можем сделать и поменять в нашей работе, и главное, за что мы благодарны друг другу, да, чтобы сплотить наш коллектив. И выясняется на этой ретроспективе, что вместо 100 задач, которые вы запланировали, например, вы выполнили 60. То есть только 60% вы смогли подтянуть. Конечно, это не самая приятная информация, и это здорово для нас, потому что это факт, а факты всегда дружественные, а это то, что нам дает понимание о реальной пропускной способности всей нашей команды, в том числе в реализации инновационных проектов. Что еще важного? О чем это может говорить? Что мы планируем несколько амбициозно, оптимистично, и это, конечно, здорово, но стоит смотреть на свои возможности более реалистично, потому что помимо инновационных проектов вы еще реализуете другие проекты, да, в которых меньшая составляющая инноваций. Соответственно, это важная информация для всей команды, а сколько на самом деле элементов от нашего проекта мы способны внедрять в жизнь. Что еще важного мы можем увидеть, например, когда мы проводим ретроспективу? Мы можем увидеть, что вместо 100 задач по ходу этого спринта, недели либо 2, этот список возрос до 140. Откуда прибавилось плюс 40%? О чем это снова говорит? Что мы некорректно планируем наши задачи. И если в первом случае мы некорректно планировали наше время, то во втором случае мы некорректно планировали объем задач. То есть мы не до конца всей команды понимаем, сколько на самом деле задач лежит в одной карточке задач. Да? То есть одна задача вдруг расстроилась, или расчетверилась, или раздвоилась. О чем это говорит для нас?
Это не повод себя корить или сокрушаться, что мы не способны внедрять инновации. Ни в коем случае это говорит о том, что в следующем спринте мы обратим сознательно всей командой внимание на то, насколько детально мы смотрим на задачи, насколько реалистично. Вот чем замечателен Scrum. О скраме я могу говорить бесконечно. Я сама проходила такое обучение скраму в течение нескольких дней, и я надеюсь, что кто-то из вас решит не просто попробовать этот инструмент на книжках, на дополнительной литературе, но тоже найдет возможность и станет одним из немногих agile-коучей в неправительственном секторе. Есть дополнительная методология, благодаря которой мы можем реализовывать инновационные проекты, но на самом деле это может касаться не только инновационных проектов, но любых проектов, которые действуют с одной стороны в постоянно меняющихся условиях, а с другой стороны внутри вы не можете поменять процесс исполнения этого проекта. Например, бывают такие жесткие процессы, как проведение исследований, или жесткие процессы, как издание каких-то дополнительных информационных образовательных материалов, или вы все знакомы с очень жестким процессом, как сдача отчетности, какой-либо ни было. То есть эти процессы, эти внедрения, эти процедуры, чем характерны? Они характерны тем, что там выполнение задачи можно отследить поэтапно. И эти этапы лежат в области ответственности какого-либо отдела, департамента, рабочей группы, специалиста. Если взять, например, издание какого-либо спецпроекта, например, вы издаете книгу, бюллетень, справочник или что-то вроде этого, то, конечно же, мы понимаем, что есть техническое задание, постановка технического задания на ту или иную главу, подбор автора, потом автор исполняет это все, пишет, исполняет, передает редактору, редактор проверяет, визирует, потом это все передается корректорам, корректора передают это уже в верстку, потом читает какой-либо выпускающий редактор, правит там запятые, переносы, потом это передается в типографию и так далее и тому подобное. И в финале мы презентуем. То есть есть вполне очень четкий алгоритм, и по скраму все это пропускать будет возможно, но не совсем корректно, потому что в скраме подразумевается, что благодаря кросс-функциональности мы можем взять задачи друг друга. В канбане это тоже возможно, но все-таки есть такая признак узкой специализации внутри нашей организации. Так вот, чем отличается канбан от скрама? Канбан позволяет нам не только замерить общую пропускную способность всей команды, канбан нам позволяет увидеть визуально узкие горлышки в нашем процессе реализации любого проекта, но инновационного прежде всего. То есть, например, мы видим, что достаточно много задач стоит на уровне написания текстов. Да? Каждая организация сталкивается с такими задачами, и очень тексты сейчас реализуются и уже даже завершены. Но гораздо меньше текстов у нас сейчас находится на редактуре. То есть, условно, в этой колонке у нас 9 текстов, а на редактуре у нас только 2. Вопрос, что позволяет этому происходить? Наша задача, чтобы как можно больше задач было выполнено. Но вот оно, наше узкое горло. И тогда внимание всей организации привлекается к тому, как мы можем увеличить пропускную способность. Да? Или мы понимаем, что это наше объективное ограничение, и по каким-то причинам мы не можем его перескочить. Всякое бывает, и поэтому мы признаем, это наше ограничение, меряем его цифру, клеим наверху, и учитываем его при дальнейшем планировании. То есть мы не заставляем, не вгоняем в стресс дополнительных авторов, чтобы они много-много писали, а потом полгода ждали обратной связи от того же самого редактора. Канбан проводится по той же самой схеме, которую я описала в скраме, то есть есть обязательно мастер канбан внутри организации, не обязательно нанимать нового человека, это могут быть сразу несколько людей в организации, которые
проводят и митинги, и планирование, и финализацию, и ретроспективы. И характерно это все тем, что мы снова же визуально видим статистику нашей организации. Это критически важно именно в реализации и тестировании, прежде всего, наших инноваций. Потому что в ежедневной операционной деятельности, когда мы руководим организацией, когда мы выполняем наши обязательства, помимо инновационных проектов, очень легко вот те креативные инновационные решения потерять в рутине ежедневной и уже текущих обязательств. И поэтому очень классно будет, если вы начнете тестировать ваши решения в agile подходе, либо Scrum, либо Kanban, вы можете выбрать какой-либо из них, прочитать дополнительную литературу, и потом, если вы увидите в этом смысл, масштабировать это и на другие ваши проекты. И вторая часть модуля будет посвящена уже инструментам реализации. Как вы поняли, реализация инновационного проекта может быть сопровождена в том числе алгоритмом Scrum или Kanban. Можете реализовывать это по другим привычным вашим проектным технологиям, в этом нет никаких проблем. Сейчас я сделаю обзор целого набора инструментов, которые вам могут пригодиться в реализации ваших решений. Весь набор этих инструментов можно собрать под одним зонтиком, который мы называем адвокацией. Что такое адвокация? Это продвижение интересов гражданского общества, нацеленное на конкретные изменения в нашей стране. Это может быть очень узкие вопросы, это могут быть более широкие вопросы. А когда мы говорим о продвижении интересов гражданского общества, мы говорим о тех проблемах, которые вы смогли исследовать, тех решениях, которые вы нагенерировали и усилили, и тестируете в режиме гибкого управления. Также не стоит питать иллюзий, что эти решения тут же возымеют эффект. Вы знаете, что большая часть общества настроена чаще всего весьма консервативно и с некоторой опаской может относиться к каким-то новым решениям. Именно поэтому в вопросе внедрения, реализации ваших решений стоит запастись терпением. По моему опыту и по опыту моих коллег, которые десятки лет работают в неправительственном секторе, цикл адвокации, то есть от предложения до каких-то первых изменений в законодательстве, проходит в среднем 3-5 лет. Именно поэтому для нас так важно не только потерять мотивацию в течение этих лет, но еще и по возможности это ускорять, когда вы понимаете весь спектр, все ваши возможности в области продвижения интересов общества для реальных изменений. В цикле адвокации очень важно определить очень четко проблему, и этим мы занимались во втором модуле. Далее для нас очень важно просочетать эту проблему с теми точками влияния, на которые вы будете работать. Что такое точки влияния? Это, собственно, наше государство, задача которого обеспечить соблюдение интересов всех граждан нашей страны, разных направлений, разных характеристик. Это все граждане, и государство обязано обеспечивать их интересы и права. Так вот, у нас есть четко определенная проблема. Это значит, что мы очень четко сможем картировать, прямо нарисовать, составить список тех точек влияния, на которых вы будете воздействовать в цикле адвокации. Точки влияния бывают самые разные. Давайте в рамках республики подумаем. Самая высшая точка влияния по иерархии – это президент. Ниже это кабинет министров, премьер-министры. Дальше уже министерства, департаменты, управления, акиматы, хакиматы, мэрии, уже подведомственные учреждения под разными направлениями, коммунальные предприятия, квазигосударственные предприятия, да, то есть у нас есть целая линейка, и я уверена, когда вы будете четко понимать проблему, вы сможете очень четко определить, что является той точкой влияния.
Потом, очень важно четко для себя определить, а изменение каких документов в законодательстве может потребоваться для того, чтобы ваша инновация, ваше предложение было реальным. Конечно, бывают случаи, когда закон по факту есть, но в реальности его исполнение оставляет желать лучшего. Но тем не менее нам очень важно зафиксировать, на какие именно законы, акты, подзаконные акты нам стоит повлиять, или на исполнение, на каком уровне теряется качество исполнения этого законодательства. Еще, помимо того, что мы понимаем нашу проблему, точки взаимодействия и воздействия, мы понимаем, какие акты нам нужно поменять. Помимо этого, нам очень важно подобрать инструменты, которые смогут помочь вам влиять на те точки контакта, которые вы выбрали ранее. Это могут быть самые разные инструменты, начиная от, снова же, общественных слушаний, от встреч по месту жительства, например, на уровне Махалля в Узбекистане. Это могут быть петиции, это могут быть информационные запросы, это могут быть информационные кампании, это могут быть депутатские запросы и обращения в парламент, в Сенат, к президенту. Это могут быть публикации в СМИ, это могут быть какая-то рекламная кампания социального характера. С полным списком вы можете ознакомиться в приложении. Конечно же, вы можете применять в том числе и баркэмпы, и хакатоны, и такой классный инструмент, как краудфандинг, да, вот как в Туркменистане привлекли гражданское общество и профессионалов к тому, чтобы разработать наиболее интересные, яркие маски в эпоху пандемии, чтобы самые разные люди с удовольствием их носили. То есть инструменты адвокации имеют большую палитру для того, чтобы вы могли смешать все эти разные краски, распределить их, и у вас получилась такая картина для дальнейшей реализации. Помимо этого, я хочу обратить ваше внимание, что большое влияние на ваш календарный план, на ваш архив задач будет оказывать планирование вашего государства. Вам важно понять, узнать, или вы и так знаете, когда у вас принимается бюджет страновой, когда у вас принимается бюджет региональный, города, области, когда согласовываются бюджеты уже по направлениям, по департаментам и так далее. То есть вам обязательно надо понимать, когда у вас происходят созывы парламента, когда у вас происходят важные слушания, которые запланированы наперед. Возможно, это какие-то большие конференции. Составьте для себя подобный календарь и не забудьте о том, что вам стоит его не просто учитывать, а в том числе взять за основу. Также важно знать, что сроки адвокации могут бесконечно длиться, если вы будете работать только на внутреннем уровне. Те же самые инструменты вы можете использовать в так называемой внешней адвокации, как, например, предоставление независимых отчетов различной международной организации, посольства разных стран. И это будет давать вам дополнительные шансы, то, что сроки вашей адвокации будут сокращены и будут наиболее эффективны. Я могу привести 3 очень ярких примера адвокации в Центральной Азии. Первый из них – это проект «Доступный Казахстан», в котором уже участвует более 20 различных неправительственных организаций. Цель проекта – это сформировать доступную среду для маломобильных граждан, в том числе людей с инвалидностью. Кстати, это один из проектов, который активно использует инновационный инструмент по решениям, как краудсорсинг. То есть жители разных населенных пунктов собственноручно могут нанести объекты и обозначить, доступны ли они или они недоступны. Так вот, на то, чтобы добиться реакции на уровне министерства, у проекта ушло 3 года. В том числе для этого понадобилось сдать отчет в Комитет по правам людей с инвалидностью ООН. Еще один яркий проект из Казахстана.
Я сама участвую в гражданском движении за реформу МВД. Мы начинали его в 2018 году, после трагической гибели известного фигуриста, чемпиона Казахстана Дениса Тена. Мы использовали очень много инструментов, в том числе те, о которых идет речь в нашем курсе, и добились того, что в 2021 году в столице Казахстана Нур-Султан реализуется пилотный проект по сервисной полиции. И в этом году министр МВД заявил о том, что эта модель будет расширена на весь Казахстан. Стоило ли это 3 годов жизни? Не только моей, но и всех моих коллег, которые принимают в этом активное участие. Экспертов, которые нам помогают, неправительственных организаций, которые в этом участвуют. Конечно же, стоит. Также огромную работу проводят самые разные неправительственные организации, активистские сообщества и общественные деятели в Республике Кыргызстан для того, чтобы защитить женщин, которые подвергаются краже для насильственной женитьбы. Они добились того, что в 2019 году законодательство наконец-то было ужесточено. Конечно же, его исполнение – это отдельный вопрос, и поэтому большое количество организаций вовлечено в мониторинг и в дальнейшую адвокацию реальных изменений. К этому модулю прилагается интеллектуальная карта, проще говоря, схема инструментов адвокации. Вы можете ее свободно дополнять, потому что она доступна для редактирования. Пожалуйста, оттолкнитесь от всех тех инструментов, которые мы предоставили вам, но ни в коем случае ими не ограничивайтесь. Дорогие участники, на этом наш вводный обзорный курс по социальным инновациям для неправительственных организаций завершен. Мы постарались предоставить вам самый широкий опыт, который свойственен не только неправительственным организациям, но и научным сообществам и бизнес-компаниям. Я уверена, что вы сможете усилить свои текущие и новые проекты инновационной составляющей. Спасибо вам большое, пользуйтесь нашими материалами, заполняйте тесты. Увидимся снова!